Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в Сухуми прошла первая большая пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжани. Глава государства ответил на многие актуальные вопросы, среди которых обеспечение республики электроэнергией в период ремонта Ингургэс, а также выхода из сложившейся социально-экономической ситуации. Аслан Бжани рассказал об итогах его последней поездки в Москву. Журналисты коснулись и темы безопасности, борьбы с криминалом и экономическими преступлениями, а также строительства новой тюрьмы. Говоря о ситуации с открытием государственной российско-абхазской границы, Аслан Бжани отметил, что этот вопрос необходимо решать синхронно с руководством Российской Федерации. Здесь большое значение имеет, как будет развиваться санитарно-эпидемиологическая обстановка в соседнем Краснодарском крае. У нас эпидемиологическая обстановка хорошая, удовлетворительная, слава Богу. Эта болезнь локализована, да? Мы боимся, что мы можем получить новые очаги. Поэтому будем смотреть, как ситуация сложится в Краснодарском крае. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Мишустина я сегодня подписал. Мы в любое время можем границу открыть. Открыть границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта же мера должна быть предпринята нашими российскими друзьями. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно. Подождем какое-то количество дней. Насколько мне не изменяет память, 24 или 25 июня, с 24 или с 25 большой поток туристов пошел в Сочи. Насколько мне не изменяет память, инкубационный период – это 2 недели. Да? Картина к 10 июля прояснится. И исходя из этой картины будем действовать. Для нас несложно открыть границу. Но важно, чтобы эта граница была открыта с обеих сторон. Пресс-конференцию президента Абхазии Аслана Бжани смотрите в нашей программе завтра. Военная операция, во многом предопределившая исход Отечественной войны народа Абхазии. Именно так называют высадку Тамышского морского десанта в июле 1993 года. С тех пор прошло 27 лет. В этот день в селе Тамыш у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии собираются участники героического десанта, чтобы почтить память своих друзей. Сегодня к памятнику погибшим воинам Тамышской операции также возложили цветы президент Аслан Бжани, спикер парламента Валерий Кварчи, ветераны, молодежь и общественность. Репортаж Сарик Парацхели. Конец июня 1993 года. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Командование ВС Абхазии принимает решение о начале операции по овладению села Шрома и стратегических высот северо-восточнее Сухума, чтобы подступиться к столице и освободить ее. В то же время по плану командования начинается операция по высадке десанта на Восточном фронте. 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш высадились абхазские подразделения. Так началась очередная военная операция, на которую возлагались большие надежды. Ежегодно 2 июля у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии собираются участники героического десанта, чтобы почтить память своих друзей. Сегодня к памятнику погибшим воинам Тамышской операции также возложили цветы президент Абхазии Аслан Бжани, спикер парламента Валерий Кварчи, командующий Восточным фронтом в период Отечественной войны Мираб Кишмария, министр обороны Владимир Ануа, руководители районной администрации, представители Министерства обороны. Отмечаю высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества при проведении в Ачимчирском районе десантной операции, главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Арзенба объявил благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морских сил Республики, обеспечивавших переброску и высадку десанта. Наиболее отличившиеся бойцы были представлены государственным наградам. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы из республик Северного Кавказа, юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная слава героям!
В ходе боев бойцами абхазской армии были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Множество боевой техники было захвачено в качестве трофея. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись, в течение 7 дней контролировали главную магистраль, сдерживая натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. 300 бойцов под командованием Заура Заранди перекрыли центральную трассу, ведущую на Сухум, блокировав доставку оружия и возможное подкрепление грузинских войск. Это позволило провести успешную наступательную операцию со стороны Гумистинского фронта и занять ряд стратегических высот северо-восточнее Сухума. Высадка тамышского десанта, как и вся июльская наступательная операция, стала одним из важнейших этапов войны, повлиявшим на дальнейший ход военных действий, на приближение и достижение победы. В тамышской операции приняли участие группы «Ласточка», «Скорпион», «Дельфин», «Ислам», «Малыш», добровольческие отряды из Северного Кавказа, репатрианты из Турции, казаки. Всего около 300 человек. В результате тяжелых боев возле школы, возле питомника, на турбазе разгромили практически 6 батальонов грузинских. Шавнабадский, имени Чалакашвили, разгромили Хлопский, Синакский. Взяли много трофеев, взяли танк, взяли 2 БТР, взяли 3 БМП. К сожалению, понесли потери. Честь, конечно, и слава нашим доблестным ветеранам, проявившим беспримерное мужество. Поколению нашему подрастающему призываю брать эту операцию в пример, как пример беззаветного служения своей родине, ее независимости, ее свободе. Воспоминания о трагических событиях войны самые тяжелые. Ветераны не любят об этом говорить. Рассказать о том, как это было, они решаются только ради будущих поколений, чтобы молодежь знала о подвигах своих отцов, чтила память погибших и охраняла свободу и независимость Апсны. То, ради чего погибали бойцы абхазской армии. Наши близкие ребята погибли, абхазцы, казаки, и вот так вот много что. Ребята, с нами девчата, медсестры, сегодня они все вместе были. Своих мертвецов на КамАЗ положили, это многих ребят туда прикатили, госпиталь отвезли. По дороге там раненые твердые оставили, а остальных туда в квартиру. Главное их вспоминать. Мы каждый год здесь, 27 лет, мы здесь собираемся. В июльской операции 1993 года из бойцов десанта погибли 11 человек, 36 получили ранения. Из групп Восточного фронта погибли 57 бойцов, 153 ранены. Погибли и 2 добровольцев-казаков, 12 были ранены. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с поставленной задачей, и тамышская операция предопределила победный исход войны. Сария Кварацхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сегодня провел совещание с представителями финансово-экономического блока правительства, сообщает пресс-служба Кабмина. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия доложил о полугодовых показателях налоговых поступлений в бюджет страны. Так, за 6 месяцев поступило 988 миллионов рублей. Выполнение составило 93,2%, отставание – 72,6 миллионов рублей. Он также привел данные в разрезе районов республики, отметив, что в Сухумском, Гулрыбском и Чамчирском районах показатели немного превышают планы. Отставание наблюдается по Сухуму, Ткварчалскому, Гудаутскому и Гаагрскому районам. Председатель Государственного таможенного комитета привел данные товарооборота. В первом полугодии 2020 года товарооборот зарегистрирован на сумму 11 миллиардов 697 миллионов рублей при плане 13 миллиардов 320 миллионов рублей. Что касается сведений по начислению таможенных платежей в бюджет республики, за 6 месяцев текущего года поступило 815 миллионов при плане 916 миллионов рублей. Фактически поступления по таможенным платежам в первом полугодии текущего года превышают показатели 2019 года на 36 миллионов рублей. Вице-премьер-министр финансов Владимир Делба резюмировал, что ситуация с финансированием расходов государства непростая, но на текущий момент регулируемая. Минфин с незначительным отставанием от графика покрывает потребность расходов в социальной и прочих сферах. Сейчас в ведомстве работают над перераспределением расходов в пользу обеспечения финансированием приоритетных на данный период направлений.
Голосование по поправкам в Конституцию России признано состоявшимся. Итоги волеизъявления россиян опубликуют 3 июля. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова, передает ТАСС. Сегодня были объявлены предварительные результаты, согласно которым за поправки проголосовали более 77% граждан, более 21% проголосовали против. В Абхазии также подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Как сообщил советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов, всего в Абхазии проголосовали почти 3000 избирателей. За поправки отдали свой голос 2722 человека, против 171 и еще 61 бюллетень признан недействительным. Дисциплина, качество и новые идеи. В свой первый рабочий день новый руководитель АГТРК озвучила приоритеты дальнейшей работы. Сегодня коллективу Абхазской государственной телерадиокомпании был представлен новый генеральный директор Ирина Агрба. Репортаж на Лыкове. Представляя коллективу Абхазской государственной телерадиокомпании нового руководителя, вице-президент Бадра Гунба, отметив профессионализм сотрудников госкомпании, подчеркнул, что Ирина Агрба – человек не новый в АГТРК. В самые тяжелые послевоенные годы Ирина Шотовна была частью коллектива, работая в русской редакции новостей на радио. Затем, являясь автором различных телевизионных передач, освещала актуальные и острые для страны темы. Бадра Гунба выразил надежду на ее дальнейшую плодотворную работу рука об руку с коллективом. Вице-президент также пообещал, что руководство страны будет оказывать каналу всяческое содействие и поддержку. Апыша дыр лхы ярхона шара шыбстазарах на аджибай ижбахо апыша до шумоп шхо ярхона шевыгылана аус эйцижу пха Ирина шоты пха снайбишра нцоз пшини жаха шуксазап сорадио на аус лохан уямиштех аделе хопшрак на вебши мадыра тырк авторский дрымын и гимми пулгон уядыги обслуживал депутат Даган аханбри хатапуис абризиги пыша дыры лымо улхы илыр хопаску яны год шара шицхарана ала. Бадра Гунба поблагодарил исполнявшего обязанности генерального директора АГТРК Отара Лакарба, отметив его профессионализм и глубокую преданность работе. Отар Лакарба, в свою очередь, поздравил нового руководителя госканала, выразив надежду на ее плодотворную работу при поддержке коллектива. Отмечая всю ответственность, возложенную на нее, новый гендиректор Абхазской государственной телерадиокомпании Ирина Агрба сообщила, что планов очень много. Она уверила, что сделает все возможное для развития госканала, но и без поддержки государства не обойтись. Если бы я сегодня была бы уверена в том, что все организационные вопросы, все проблемы здесь внутри, начиная от лампочек на первом этаже и кончая вашими письменными столами или вашими компьютерами и так далее, если бы я была бы уверена, что все более или менее в порядке, мне очень легко было бы сразу вам задать именно тот тон, который я считаю нужным, потому что с возрастом я становлюсь к себе строже, наверное, и к другим тоже я буду строже. Другого выхода у нас нет, потому что где-то мы, наверное, отстали. Наверное, вы чувствуете. Надо идти вперед. Я надеюсь, что пока я буду решать даже вопросы реорганизации, реструктуризации и так далее, эти проблемы, параллельно я буду беседовать со всеми редакциями, с редакторами, со всеми корреспондентами. В общем-то, мне любая творческая единица имеет большое значение. У нового руководителя АГТРК богатая и насыщенная биография. Доцент кафедры истории России, историко-юридического факультета АГУ с 1994 по 2001 годы была деканом данного факультета. Возглавляла Сухумскую городскую организацию общественно-политического движения Айтайра. Была депутатом, вице-спикером Народного собрания парламента Республики Абхазия. Более 10 лет была телеведущей АГТРК. Ирина Агрба – автор ряда телевизионных проектов, в том числе «Аргама», «Кафедра», «Айбашра Анцоз». Ирине Агрба присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия». На Алакове Степан Мартиросян и Нала Гухава, Абхазское телевидение.
Значимость и необходимость взаимодействия государства и науки. Такова тема научно-исследовательского проекта, презентованного специалистами Института экономики и права. Подробности в репортаже Алики Трапш. В работе научно-практического семинара приняли участие ученые, профессора, доктора наук, депутаты парламента, члены Кабинета министров, сотрудники администрации президента. В ходе семинара была отмечена важность взаимодействия государства с научными институтами. В современном мире возможны различные формы такого сотрудничества, как с государственными органами, так и с гражданским обществом и бизнесом. Диалог с бизнес-сообществом, он позволяет ученым понять возможности применения результатов своей научной деятельности и соединить это с реальными потребностями бизнеса. Диалог с образованием, просвещением – это трансляция научного знания на образование. Ведь и образование, и наука, они развивались одновременно с человечеством и вообще являются критерием современного развитого государства. Диалог с гражданским обществом, он представляет собой возможность принимать участие в обсуждении животрепещущих основных вопросов, которые волнуют всех нас, все наше общество. Говоря о государстве и науке в системе правовых взаимоотношений, Диана Пили отметила возможность усиления интеграционных академических научных связей путем совершенствования нормативно-правовой базы. Далее это предложение рекомендаций по обязательному установлению научной экспертизы как законов, законопроектов, так и иных проектов нормативных актов органов госвласти и государственных научных учреждений. Анализ действующего законодательства стоит отдельно проблемой и отдельной темой. Это с целью анализа законодательства, с целью исключения противоречия и пробелов нормативного регулирования, совершенствования правовых механизмов и применение определенных методов компаративистики. В ходе научно-практического семинара также говорилось о противодействии коррупции. И в этом направлении заметное место занимают научные и научно-образовательные учреждения. Научное учреждение может стать фокусом экспертного обсуждения методики и технологий по вопросам взаимодействия, в вопросах противодействия коррупции, подготавливать экспертов в вопросах противодействия коррупции, проводить курсы повышения квалификации государственных служащих. Также хотелось бы отметить, что научное учреждение помогло бы вырабатывать национальные стандарты и технологии в противодействии коррупции. Потому что есть в коррупции, как и в любой проблеме, существуют те нормы, которые можно закладывать так в законодательные акты, но и в кодексы поведения чиновников. Участники конференции отмечали, что любая сфера деятельности – образование, медицина, экономика или сельское хозяйство – без науки не будет развиваться и функционировать в полном объеме. Я считаю, что при нынешнем нашем положении продовольственная безопасность – это сохранение государства. Если государство и исполнители или научные сообщества совместно, если не будут решать такие проблемы, я думаю, что мы далеко не продвинемся. В рамках научно-практического семинара было заслушано 6 докладов, и почти все они были посвящены значимости взаимодействия государства и науки в развитии экономики. И Институт экономики и права планирует проводить подобные встречи и далее. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. В летнее время года Сухумская детско-юношеская спортивная школа традиционно открывает секцию по плаванию. Тренировки объединяют детей разных возрастов и проводятся ежедневно на столичной набережной. Как проходят занятия и кто тренирует юных пловцов, расскажет Эсма Гуланция. Раннее утро на Сухумской набережной. Дети плещутся в воде под пристальным вниманием тренера Виктора Задорожного, в прошлом профессионального спортсмена. Самые маленькие пловцы пока только учатся простым движениям, а дети постарше осваивают более сложные виды плавания, такие как баттерфляй и кроль. Сюда я хожу именно с 7 лет. Каждый год, получается, по 3 месяца с 7 лет. Я могу всеми 4 плыть. Дельфин, спина, брас и кроль. Последние соревнования, что были... Это был, по-моему, Swim Сухум. Это, получается, на километр и на 500 метров. 2 заплыва было. Вот это из последних соревнований. Тренер отлично, он очень, как сказать, не перенагружает нас, но дает достаточно большие нагрузки.
но он дает по мере вот каждому, кто как может, тому такие нагрузки и дает. Спортивные школы есть в каждом районе республики. Однако только в столичной. Помимо 14 видов спорта обучают еще и плаванию. Что такое плавание, многие наши родители не понимают. Они думают, что плавание – это привели детей, покупались и ушли. Нет, у нас идет именно спортивный тренировочный процесс. Обучают плаванию стилем кросс, брас на спине и баттерфляй. Один раз в году, то есть в августе, в конце сезона, ежегодно мы проводим соревнования по плаванию среди различных возрастных категорий, то есть самый младший возраст, средний, старший, по этим 4 дисциплинам. По словам Татьяны Эмухвари, тренировки продолжаются и после закрытия купального сезона. В холодное время года многие дети занимаются сухим плаванием, то есть выполняют специальный комплекс упражнений в спортивном зале. Конечно, в этом смысле проблема отсутствия бассейна в городе ощущается особенно остро. У нас нет бассейна, и это самая большая проблема не только для нас, но, наверное, для всего города. Потому что бассейн – это прежде всего техника старта, техника поворотов, это техника плавания по дорожкам. То есть он нам очень необходим, потому что на море не всегда такой штиль. Есть и волны, и штормы, и грязная, когда вода, то есть и холодная. Поэтому очень много причин таких объективных, когда невозможно проводить занятия. И действительно вот эта жара тоже мешает, потому что поэтому мы с 8 утра начинаем, чтобы хотя бы малышей отпустить в 9, а уже со старшими до 11 занимаемся. Занятия по плаванию проходят на бесплатной основе. И, судя по количеству юных пловцов и их родителей на тренировке, пользуются большой популярностью. В этом году, конечно, мы открылись позже в связи с пандемией, когда появилась возможность открыть секции по плаванию. Наш тренер, главный тренер, мастер спорта занимается нашими детками. В группе очень много детей, конечно, в связи с тем, что не хватает нам тренеров. Желание, конечно, есть, чтобы к нам пришли тренера, которые бы занимались нашими детьми. Но вот так как у нас один тренер, он занимается с большим количеством детей. На данный момент в секции по плаванию тренируется около 60 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Завтра, 3 июля, в 13 часов в Центральном выставочном зале Сухума состоится открытие выставки под названием «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Данная экспозиция – посвящение любимому городу. Уникальная возможность увидеть одновременно произведения художников и писателей, посвященных городу с богатой культурой и уникальным наследием. Для художников разных школ и поколений Сухум стал не только объектом неиссякаемого творческого источника, а сформировал их личный культурный код. Экспозиция погружает в прошлое, предлагает пройтись по старым улицам города, полюбоваться архитектурными сооружениями и почувствовать дыхание времени прошлого, настоящего и подумать о будущем. Ну, а сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии малооблачная, удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 29-34 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.